Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Günü'nün programması. Bugün de size selamlar. Stüdyoda işlerim ben Alona Terzi. Musafirimiz Şansora stüdyamızda bulunur. Hem sevgili dostlar, teklif ederim bugünkü günde bizimle birlikte geçiresiniz. Çok meraklı hem önemli bir programımız bugün de stüdyamızda olacak. Kalın bizimle bir iki kapıma ayrılırız. Stüdyamıza döndüğüne ben tanıştıracağım sizi bizim bugünkü musafirimizle. Sevgili dostlar, söyledim hani bugünkü programımızda meraklı olacak. Ben büyük sevinmelikle isterim tanıştırmaya sizi bizim bugünkü musafirimizle. Bugün bizden misafir olarak bulunur Çayka dinlenmek bazasının öndürücüsü Viktoriya Fedotova. Hepsimiz biz biliriz hani yaz dinlenmek zamanlarında bütün Gagauzya'da birkaç yaşamak punktunda açıldılar. Uşaklara dinlenmek lagerleri. Çayka dinlenmek bazası bulunur Kirsava köyünde. Hem burada Şansora 2 smena uşaklar dinlenebildiler, geçirebildiler kendi vakitlerini. Hem güzeldi mi bu vakit onlara adını olsa da değildi mi güzel? Niye soy geçti, niye soy kuruldu? Hem geçti Çayka bazanın işi büyün anlatacak bize Viktoriya. Viktoriya, zaman hayırlı olsun, hoş geldiniz stüdyomuza. Виктория, хотим поблагодарить вас за то, что вы принимаете участие в сегодняшней программе. На самом деле, в начале лета все дети с нетерпением ждут открытия лагерей, различных баз отдыха. Чайка – одно из немногих мест в Гагаузе, которое распахнуло в этом году, в этом летнем сезоне свои двери, свои ворота для наших юных жителей, друзей. Как прошел весь этот процесс? Уже 2 смены остались позади. Да. Было ли страшно для вас лично? Это новый опыт. До сих пор вы занимались педагогической деятельностью, но руководить, организовывать для вас лично, как это началось и как прошло? Мы начали с чистого листа. Абсолютно новая команда, абсолютно. То есть все молодые, все очень интересные, все инициативные. И мы, конечно, не знали, что нас будет ждать в проекте. В принципе, в наших планах это было выглядело совсем по-другому. Когда мы начали реализовывать, с каждым днем понимали, что все это превосходит все наши ожидания. Это намного лучше. То есть в реальности это происходило намного лучше, интереснее, веселее, задорнее. Горящие глаза детские, горящие глаза воспитателей, довольные лица родителей и слезы расставания, конечно, это самый главный показатель того, что наши детки, все были нашими, они отдохнули по полной программе. Вы являетесь уроженкой села Кирсова. Да. В вашем детстве вы хотя бы раз вам посчастливилось отдыхать в базе отдыха «Чайка»? Я скажу больше. Лагерь изначально, пионерский лагерь «Чайка», да, впервые был открыт председателем колхоза села Кирсова, моим дедушкой. Соответственно, рассказы о том, как это было, как выбиралось название «Чайки», это все сохранилось в памяти. Естественно, в детстве я очень часто отдыхала в этом лагере, все было по-другому. Лагерь был намного больше, смены были длиннее. А потом я работала. Проходила практику в лагере, тоже во время учебы в университете. А сейчас представилась такая возможность управлять, организовывать. И я считаю, что наша команда справилась с этой задачей. Что было сложнее всего в организационном моменте? Мы хотели удивить. Мы хотели сделать так, как не было раньше. Мы не хотели, чтобы нас сравнивали. Чтобы эта смена заполнилась, чтобы в этот лагерь хотелось возвращаться. Был проведен огромные ремонтные работы, очень много затрат было со стороны примарии для того, чтобы эта смена открылась. Там и кровельные работы, и укладка тротуаров, и подготовка самого лагеря. То есть мы пришли к открытию с идеальными показателями. Мы были первыми в Гагаузии, кому Центр здоровья, общественного здоровья дал разрешение на работу. И мы этим гордимся, что у нас все сложилось. У нас очень хорошие отношения с Центром общественного здоровья, нас хвалят, и это тоже очень-очень важно для нас лично, значит, мы все сделали правильно. Сложнее
Сложным было все-таки еще подобрать такую программу, чтобы она была интересна всем, и малышам, и старшим отрядам. Поэтому с воспитателем, старшим воспитателем все это детально проговаривалось не один раз, решалось, менялось, где будут какие отряды, где какая возрастная категория будет отдыхать. То есть хотелось сделать так, чтобы детям было комфортно. В итоге сколько отрядов было организовано, сколько домиков было заполнено и какие возрастные категории были? 120 деток за смену у нас отдыхало, больше просто лагерь не может принять. 120 детей, у нас 5 домиков деревянных и двухэтажное здание, каменное здание административное, где также размещены были старшие отряды на первом этаже, там, где комната гигиены, для девочек были условия созданы. И малыши были на 5-м этаже, потому что там попрохладнее. То есть мы еще и об этом задумывались. Деревянные домики расположены по всей территории, поэтому детский смех был слышен из каждого уголочка. Но 120 детей – это довольно-таки большое количество детей. Уследить за каждым, организовать досуг каждому, угодить каждому. Да. Во всех отношениях, и в развлечениях, и в питании, и в организации досуга – это довольно-таки не легкая задача. Никто не говорил, что будет легко. Мы знали, что будет сложно, мы знали, что будут определенные вопросы, нюансы, поэтому постоянно держали связь как с администрацией, с примарией, так и непосредственно с, опять же, я повторюсь, Центр общественного здоровья, который Макар Макарович, который всегда был рядом, который нам подсказывал, помогал, и мы справились. 5 отрядов. Каждый отряд был разделен, естественно, мальчики отдельно, девочки отдельно, и у каждого отряда было по 2 воспитателя. Плюс сменный воспитатель, который также приходил на помощь, старший воспитатель, который контролировал работу непосредственно организационную. И все получилось. С каких населенных пунктов приехали дети в этом сезоне? Большинство было, конечно, из Кирсова. Оно было и Камрад, и Кишинев, и Тамай, Вулканешт. У нас во второй смене отдыхали дети, которые приехали в гости к бабушке с дедушкой из Канады. Даже так. Им как лагерь? Необычно, потому что это был первый лагерный опыт. Естественно, те, кто приехал в лагерь впервые, для них это было сложно. Да? Первая ночь без мамы, первая ночь не дома, не в своей постельке, подушка не такая, кроватка не такая, еда не такая, а я это не ем, а я один в туалет не хожу. То есть, были всякие нюансы, но мы справлялись с этим. Мы пытались выслушать каждого. Мы были открыты к диалогу для каждого. Наш старший воспитатель с первой дидактической степенью, психолог, а Елена Анатольевна Чекир, ей огромное спасибо за вот тот подход, который был. С психологической точки зрения мы рассматривали еще, если возникали какие-то нюансы. Она нашла общий контакт, общий язык с коллективом, и если что-то случалось, девочки-воспитатели в первую очередь обращались к ней. То есть, ее работа была выполнена на самую высшую оценку. Почему я спросила, сколько человек и с каких населенных пунктов? Потому что дети, рожденные в 80-х годах, 70-х, они еще застали те лагеря, которые были расположены в Кирсово, в Бишалме, в Кангазе, по всей линии реки Ялпуг были лагеря в населенных пунктах. Потом был большой, достаточно длинный перерыв после развала Советского Союза. И нынешние дети не совсем, когда слышат слово «лагерь», они не совсем понимают, куда они идут и что их там ожидают. Поэтому и наверняка слезы без родителей, первая ночь, отсутствие каких-то, не знаю, удобств, которые мы привыкли ежедневно предоставлять своим детям дома. Про удобство и про то, что мы привыкли предоставлять своим детям. Как обстояли дела с интернетом? Самый большой. Потому что я уверена, что каждый родитель, сейчас нынешний родитель, который отправляет ребенка своего в лагерь, он наверняка надеяться на то, что хотя бы в лагере ребенок не будет иметь возможность заходить в интернет и будет заниматься какими-то физическими упражнениями, знакомствами, развлечениями.
конкурсами? Наш лагерь расположен в низине, так ближе к озеру, и, соответственно, связи интернетовской не было. Ну как, там были точки такие, надо было бегать в поисках сигнала, и мы пытались это тоже пресечь, но для связи, естественно, был телефон, есть лагерный телефон, который круглосуточно находился у дежурного воспитателя, и можно было связаться с своим ребенком. Да. Также у каждого родителя был номер телефона воспитателя, то есть тоже связь была постоянная. У нас был специально организован родительский день, когда родители могли приехать и посмотреть, чем занимаются их дети, в каких условиях они живут. И я считаю, что это очень крутой опыт в том плане, что не каждый день был доступ, а именно в один день. Да, потому что кому-то приезжали, кому-то не приезжали, слезы, видели родителей, хотели домой, было и такое. Во второй смене немножко переиграли саму программу, но я рада, что вот родительский день, он сохранился. Естественно, дети показывали самые лучшие номера, естественно, им хотелось показать все самое-самое интересное. А на интернет, по сути дела, у них даже времени не было на интернет. Каждая минутка была расписана, каждая минута была занята. У нас были мастер-классы, у нас были конкурсы. Если мы говорим про первую половину дня, во второй половине дня это обязательно купание в бассейне, как закаливающие процедуры, это какие-то спортивные мероприятия. Естественно, каждый вечер у нас был концерт. Они готовили сами номера, тематические номера, потому что каждый день был посвящен какому-то определенному какой-то тематике. День сказок, где дети инсценировали любимую сказку. Кстати, к нам приезжал в первой смене, к нам приезжал Гагаузский национальный театр со спектаклем «Супер Тавшан». Произвели фурор, и родители видели, дети видели. Это, мне кажется, очень важное событие. Да, важное событие. И мы благодарны за вот эту связь с нашим театром. У нас был день безопасности в первой смене, когда к нам приезжали и пожарные, и полиция, и рассказывали о своей работе, показывали технику, брызгали их из шланга вот этот спасательный. То есть эта практика была и раньше, но в этот день мы посвятили полностью моя будущая профессия, день безопасности. Вот профориентации было уделено тоже очень много мероприятий. У нас был день самоуправления, где каждый мог почувствовать себя в роли медицинского работника, физрука, плаврука, да, и потом в конце дня они делились, что было сложного, что понравилось, хотели бы они дальше продолжить, увидят ли они себя дальше в данной должности. В первой смене, в день самоуправления, на столе лежало почти 15 заявлений об увольнении. Именно детских. Прошу уволить по собственному желанию, я не справился. То есть было и так. День профессии мы устраивали, День народов мира, что произвел под фурор. Самый яркий день со всей смены – это День народов мира, когда каждый отряд выбирал какую-то страну, они рисовали стенгазету, они собирали интересные факты, а вечером они должны были представить свою страну танцем, песней, постановкой какой-то. Вот это было настолько ярко и красиво. Ребята молодцы, большие молодцы. Наша съемочная группа не могла не побывать в базе отдыха «Чайка». Я сейчас попрошу наших помощников включить репортаж, который мы подготовили. После этого мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Чайка dinlenmek bazasında ikinci lager smenası bitti. Yoğurtulu kapanışı uşaklar kendi üreticilerini hazırladılar. Lagerin başı Viktoriya Fedotova uşaklara şükürlemek sözünden danıştı. У вас все впереди, я в вас верю. Спасибо вам за... Sizi hepsi ileride tabrikler. Her bir kısmetli kıpım için bütün komandanın adından şükür ederim. Siz bizimlendiniz. Siz süpersiniz. Smenanın bitki günü uşaklar için lageri kullanma günü oldu. Onlar kendileri vajate oldular. Büyükler de dinlenen uşakların yerine geçtiler. Приказы какие? Продлил дискотеку до 23:40. Diskoteka bitki akşam daha uzun sürttü.
эти 2 смены нас удивили всех. У нас потрясающе талантливые дети, талантливые во всем они. Smenalar ikisi de şaştırdılar. Bizim o kadar talantlı uşaklarımız var. Onlar oynayırlar, türkü çalıyorlar, piyet yazıyorlar. Geçirildiği günler pozitivliydiler. Sansın dün smena çekettiydi, osu bakırsın bitti. İstemiyorum uşaklarla ayrılma. Это печально, потому что не хочется расставаться ни с одним из них. Herkesin niyesi aklısında bu zamandan aldı. Kimse yüzmeyi öğrendi, kimse dostlaştı, kimse scenaya sifte çıktı. Эти 10 дней для меня были самыми незабываемыми в моей жизни на данный момент. Мне очень понравилось проводить время с ребятами. Bu 10 gün unutulmaz duyguları yüreğimde bıraktılar. Dostlarım şen, talantlı, terbiye edicilerimiz iyi yürekli hem anlayar. Direktörümüze çok sağ olsun böyle güzel zamanı geçirmek için. Sevinirim hani buraya düştüm. Мальчиками, девочками, они все очень душевные, mилые. Вообще все прекрасно. Hepsi izleydi. Eve istemiyorum gitme. Hepsinden pek vajatıyları, diskotekaları, oluşlara katılmayı beğendim. Мне больше всего понравилось, как я вчера Ben lizginkayı oynadım. Halk oyunlarını severim. Futbola oynadık. Tarattık ama yönümlü değil. Pay almak da iyi. Uşaklarda şıralı anmaklar, analarda babalarda da inanan uşaklara edini zaman faydalı geçti. Испытываю гордость за своего сына. Oğlumla hodulanırım. O iyice dinlendi. Uşak beğendi. Bundan da kısmetli. O kısmetliyse ben de kısmetliyim. Lagerin başarılıysa diye durumdan çekilmiyor. Bu büyük hazırlık işi. Bitki aylar burada çok işler değişildiler, söyledi Kirsova köyün primarın yardımcısı Dmitri Varban. Мы установили больше 100 метров брусчатки тротуара. Второй этаж был полностью отремонтирован. Lagerin dolayınında 100 metre brushatka koyuldu. İkinci katta remont oldu. Duş, yemek bloklarında remont işleri yapıldılar. Bugünkü güne lagerin işi 5'ten 5'e notalanır. На данный момент работа лагеря оценена на 5 из 5 баллов. Огромная благодарность персоналу лагеря. Персоналу было Çayka lagerin çalışanlarını bereketli çalışmak için şükür ederim. Analar babalar da sağ olsunlar, ani uşaklarını bize inandırdılar. Sizin uşaklarınız kamil. своими голосами, своими возможностями, умениями. Эти дни были потрясающие. 240 uşak devletin türlü dolaylarından hem aşırı devletlerden bu yaz bir büyük lager ailesi oldular. 240 uşak istoriyası, 240 uşak gülüşü hem o kadar da sağlıcaklaşmak, sarılması. 240 счастливых улыбок, 240 счастливых историй дружбы. Закончился такими словами наш репортаж. С репортажа заметили, Виктория, что в некоторых местах практически не отличишь, где воспитатель, а где ребенок. Расскажите нам, пожалуйста, о воспитательском коллективе в этом году. Кто была эта молодежь? Откуда вы нашли, где вы нашли эту молодежь? Это молодежь, это все лучшие студенты нашего педагогического колледжа. Камрадского, да. Это будущие педагоги, музыкальные руководители. Да, они молодые, но это самая яркая, самая веселая, самая интересная, я могу даже сказать, самая грамотная команда, с которой только мне посчастливилось работать. Я благодарна каждой девочке, каждой вожатой, каждому воспитателю за их гигантский вклад в то, что они делали, как они посвящали себя каждому ребенку. Это огромный труд, это действительно огромная ответственность, но каждая из них справилась на 1000%. Молодцы. Благодарность колледжу, благодарность и Марии Дмитриевне, и Алене Александровне за помощь в подборе персонала, потому что только благодаря администрации, мы вместе с администрацией колледжа выбирали персонал. Да, у нас опытнейший инструктор по плаванию, который не первый год работает в лагере. С ним было очень легко и просто работать. У нас молодой аккомпаниатор, который пытался подстраиваться под вкусы молодежи, поэтому наши дискотеки проходили все на высшем уровне. Все-таки дискотеки были? Конечно, как без дискотек. Дискотеки были, и случалось даже такое, что можно песню, там только одно матное слово, пожалуйста.
То есть было и такое. Но вот дискотеки, наверное, это один из самых ярких моментов. И в конце смены мы провели, у нас были опросники, и в первой смене, во второй. Что вам запомнилось больше всего? Дискотеки. Вот всем запомнились дискотеки. Они были каждый вечер? Каждый вечер. То есть целый день дети работали, А вечером отдыхали. трудились, а вечером отдыхали. Виктория, вы чуть ранее отметили, что был организован родительский день. Да. Все мы помним еще с периода 80-х годов, опять возвращаюсь, когда тоже были какие-то, наверное, родительские дни, потому что я была маленькая, не помню все в тонкостях, но когда приезжали в гости к своим братьям, сестрам в лагеря, приносили вкусняшки разные, все ожидали родителей. Как обстояли дела у вас? Разрешается ли в нынешней, вернее, в «Чайке», разрешается ли передавать детям вкусняшки? А их очень большое количество в нынешнее время. Как обстояли дела в этом направлении? Давайте начнем с того, что есть официальное положение, постановление правительства с перечнем запрещенных продуктов, которые распечатаны крупным планом, большими буквами имеется и в кабинете медсестры, и у меня, и он в свободном доступе в интернете, то есть вы можете все спокойно найти его, почитать, где запрещено абсолютно все. Жвачки, чипсы, консервы, молочные продукты – это все под запретом. Тарты – это ни в коем случае нельзя провозить. И вот с родителями, наверное, было сложнее всего объяснить родителям, что в лагере пятиразовое питание, сбалансированное питание по типовому меню, которое, опять же, было составлено специалистами. И у детей было все. И печенье, и кефир, и йогурты, и яблоки, бананы. То есть у них было абсолютно все. Они носились, бегали, они вкусно ели, у них был организован отдых по полной программе. То есть не нужно было ни чипсов, ничего. И после смены многие из них так подтянулись, стали выглядеть намного лучше. Им это не нужно. Плюс все товары, скажем так, продукты, которые завозятся в лагерь, они имеют сертификат. Они проверены. То есть мы гарантируем, что качество, что ничего из этих продуктов не вызовет аллергию, не вызовет никаких проблем. В любом случае имеется бракеражная комиссия в любом лагере. Это не только в нашем, это во всех лагерях, где идет забор проб еды, да, и, то есть, который хранится 72 часа. Ну, это уже нюансы технические. Но никаких вкусняшек нельзя. Даже в воду нельзя. Ну, я думаю, что те развлечения, которые были организованы вашей командой, так хорошо украсили их рацион и их жизнь, что они не обратили внимания на отсутствие вкусняшек. Ругались, очень ругались, когда отбирали. Потому что мы отбирали, это запрещенные продукты. То есть все-таки кто-то проносил? Конечно, у нас даже был большой черный контейнер, на котором было написано «контрабанда». Да, значит, наша комиссия по оценке, санитарная комиссия, значит, требовала открыть ящики, открыть тумбочки, показать все, что есть, если находили. Но находили, конечно, представляете, в этой жаре, что с этими конфетами, печеньем, что с ними может случиться. Ну, это яд, это напрямую яд. Виктория, 240 детей, 240 улыбок и наверняка 240 новых друзей у вас лично. Что, а может и кто больше всех запомнился вам в этом сезоне? Значит, я бы хотела сказать огромное спасибо каналу ГРТ за то, что постоянно мы были на связи, за то, что мы приезжали, показывали наших детей в начале смены, на открытие первой смены. И был репортаж об открытии смены, где молодой и очень энергичный Альберт Секриеру рассказывал о том, что его кормили в лагере мамалыгой. Это есть у нас на страничке в Инстаграм, можно, вот он, закрепленное сообщение, скажем так. Он стал героем смены, он стал душой смены, то есть даже номинация была. Вот это вот, что мы сегодня ели мамалыгу, вот это прямо стало мемом лагеря. Это было настолько мило. Каждый из них, все отряды, каждый ребенок запомнился чем-то своим. Кто-то показал себя прекрасным, талантливым исполнителем
песен, да, кто-то потрясающий импровизатор, кто-то обыграл меня в шашки. Мне казалось, это невозможно. Были и такие, кто меня мог обыграть в шашки. Кто-то потрясающе владел искусством перевоплощения на сцене. То есть каждый из них был настолько уникален. И самое главное, что меня удивило больше всего, вот эта вот сплоченность внутри самого отряда. Особенно то, что касалось первых отрядов, самых старших. Они вообще не расходились ни на минуту. Петь вместе, танцевать вместе, в поход вместе. То есть поддержка была потрясающая у каждого ребенка со стороны своего отряда. Не только воспитателей, но и отряда. Ну и последний долгожданный вопрос не только ведущего программы «Гагаузия Гюнгюндан», но и родителей наверняка, которые смотрят нас, и тех детей, которые не успели побывать в базе отдыха «Чайка». Будет ли третья смена? Мы делаем все от нас зависящее, чтобы третья смена была. Мы очень хотим третью смену. Мы, наверное, хотим больше, чем дети. Да, все устали. Да, было сложно, но мы хотим третью, четвертую, пятую. Мы не хотим расставаться ни друг с другом, ни с лагерем прощаться, ни, естественно, с детьми, которые нас удивляли все эти 20 дней, которые находились в лагере. Виктория, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе и за то, что вы на протяжении этих 20 дней подарили вот это счастье детям, которые 20 дней могли бы сидеть дома, в квартирах, заниматься просмотром каких-то роликов в интернетах и в социальных сетях, но приняли участие, побывали в лагере и увидели, что есть такие прекрасные места, где можно подружиться, где можно проявить свой талант, и где можно просто отдохнуть от учебы, от дома и от проблем. Спасибо вам большое за это. Спасибо большое команде, которая была рядом. Это их заслуга. Спасибо Примарии, спасибо Совету села, спасибо родителям, которые доверили нам своих детей, спасибо каждому ребенку, который внес вот эту вот частичку своей теплоты, души, таланта в то, чтобы все получилось. Это заслуга всей команды. Sevgili seyirciler, ben tabrikleri aklınıza getiririm. Hani bugün stüdyomuzda laf ettik Kersava köyün Çayka dinlenmek bazası için 240 uşak bu yaz şimdiden bulundu burada. Hem 240 gülüş, 240 yeni dost, 240 küçücük uşağın canı hem yüreği açıldı bu yaz bu güzel dinlenmek lagerinde. Лагерин өндіржісі бүйін бізде студиямызда болынды Виктория Федотова. Хем сегіл достлар, сізде да істерім. Саул сөйлемәні бізімнен бірлікте әдіңіз, бізімнен бірлікте қалырсыңыз. Қалын сал жақлан келен болшымықлара Гарта каналында.